Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Кошкин дом. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео– это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, для кого-то частично, кому-то не откликнется вовсе. Итак, смотрим события для знака зодиака Овен на период с 1 по 10 мая. Работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главные события данного периода. На второй будем смотреть личную жизнь. Ну а на третьей работа и финансы. Итак, начинаем. Личная жизнь. Личная жизнь будет 3 позиции. Для людей одиноких в данный период. Для тех, кто находится в браке. И тех, кто находится в паре, но не в официальном браке. Так, ну третья колода нам покажет работу. Также будет 3 позиции. Работа для тех, кто в данный момент не работает, ищет работу. Для тех, кто работает, какова ситуация там. И третья позиция для людей, у кого свой бизнес. Так, ну и последняя позиция – это финансы. Актуальная для всех нас, как никогда. Ну что ж, открываем. Итак, каково же у нас главное событие данного периода? Итак, время, когда вы находились дома, в комфортной, спокойной ситуации, занимались бытом, детьми. Кто-то просто читал книгу, кто-то занимался саморазвитием, сидел в соцсетях. В общем, это время подходит к концу, и у вас сейчас наступает момент, когда вам нужно решать все накопившиеся дела и проблемы. Для кого-то это, знаете, вот нужно где-то документы привести в порядок. Может быть, собрать какие-то документы, чтобы подать их для каких-то решений вопрос, юридических, финансовых, по недвижимости. В общем, нужно подсуетиться, быстренько все это сделать, потому что период, когда вы это все удачно можете провернуть, сделать, очень небольшой. Знаете, если сейчас вы все успеете, подсуетитесь, потом скажете: какой я молодец, какая же я умница, что я это успела сделать. Вот прям будете гордиться собою. Так, дальше. Личная жизнь. Личная жизнь для людей, которые в данный момент одиноки. Но здесь я вижу личность такая эмоциональная, самодостаточная, с богатым внутренним миром, которая в данный момент сидит и скучает, грустит, жалеет себя, что ну вот такая я вся распрекрасная или распрекрасный, а нахожусь один, сижу и жду, кто же где-то там появится, тот, кто мне нужен. Скучаете и грустите, да. Но, может быть, знаете, нужно что-то предпринять для этого, чтобы найти кого-то встретить, а не сидеть и жалеть себя. Но пока вот в данной ситуации вы один или одна. Так, следующая позиция для людей, которые находятся в браке. Знаете, у вас так все тут стабильно, ровно, спокойно, а вы сидите и что-то вам не хватает, что-то вас печалит, что-то вам не нравится.
Ну, знаете, вам, наверное, даже кто-то говорит: "Ну что ты, моя хорошая, не видишь своего счастья? Ты посмотри, как у тебя все прекрасно". А вот вам что-то не то, что-то вот чего-то не хватает. Ну, это просто такой период. Нужно, может быть, погрустить в себе, так поковыряться, подумать. Радует то, что этот период будет краткосрочным. Но в семье, слава богу, все прекрасно. Для людей, которые находятся в паре, но не в браке. Вот знаете, пожалуй, ваша позиция самая желаемая. Те, кто находится в отношениях длительное время, у вас появится, знаете, такой вот какой-то огонь, новое что-то в отношениях, какая-то перчинка, и чувства вспыхнут с новой силой. А для тех, кто только недавно познакомился со своей парой, у вас отношения имеют хорошую перспективу. В данный момент вы прям э, между вами такая прям идет огненная дуга, у вас много энергии, много желания, знаете, такой секс, страсть. В общем, все здорово. Так, следующая позиция – работа. Работа. И будем смотреть первый вариант для тех, кто ищет работу. Но в данный момент вы, возможно, кто-то из вас разослал резюме, кто-то включил сарафанное радио через знакомых, ищете, кто вам что посоветует, предложит, выбираете. Ну, вам то, что предлагают, вам не нравится. Не нравится, но, знаете, придется все-таки сделать выбор, потому что, сами понимаете, сложности экономические, финансовые, и нужно определяться. На первый взгляд, как бы малоперспективное, возможно, предложение, но вам нужно будет проанализировать, послушать, к себе прислушаться и сделать выбор, определиться. Ну и знаете, впоследствии вот я вижу такая неплохая перспектива. Примите решение, выберите, и оно в будущем будете довольны своим выбором. Пройдет какой-то период времени, вы поймете, что сделали верный выбор, и данное решение было правильным. Будете довольны результатом. Так, следующая позиция для тех, кто работает. Ну, здесь прям какой-то застой. Знаете, такое впечатление, что то, как вы работали раньше, уже малоэффективно. Нужно искать какие-то другие решения. Возможно, поехать на повышение курсов или где-то поднять свою квалификацию, искать какие-то выходы новые, потому что то, что было раньше, уже не работает. Знаете, возможно, даже вы предложите своему работодателю, что нужно что-то изменить в работе. Возможно, вас поставят перед фактом, что нужно меняться и нужно работать по-новому. Но в любом случае нужно искать новые решения. И как вы сможете переобуться, зависит ваш успех на работе. Так, третья позиция для людей, у которых свой бизнес или самозанятые. Но здесь все очень даже непросто. Взвалили на себя большой объем работы. Очень сложно, тяжело, да. Нужно расходовать много энергии, искать какие-то новые решения. Но знаете, вот вы, возможно, видите не все так ясно, как на самом деле. Вы не видите полной картинки. Такое впечатление, что, возможно, если вы работаете с коллективом, вас там кто-то обманывает, скрывает какие-то факты, возможно, что-то не договаривает. Присмотритесь, услышите, увидите. Если вы работаете на себя один, вам нужно посмотреть шире на вашу работу, на объект вашей работы. Знаете, даже как бы составить такой план, прописать все пункты и отследить все ваши действия по каждому пункту. Где-то вы что-то упускаете. Знаете, вот сейчас такое время, если вы это упустите, дальше будет еще хуже.
В общем, вам нужно посмотреть на свою работу со стороны, просчитать какие-то позиции. Вам нужно посмотреть на свой бизнес со стороны. Где-то что-то вы не учитываете. Присмотритесь, прислушайтесь или к своим сотрудникам, или к себе. Вникните более глубоко в ситуацию, потому что если вы сейчас этого не сделаете, потом будут плохие последствия. Принимайте решение сейчас. Итак, последняя позиция у нас будет – это финансы. Животрепещущая тема, которая волнует практически каждого из нас. Ну, здесь тоже, знаете, у всех по-разному. Кто-то сидит, наслаждается своим положением, своими сбережениями, накоплениями. У кого-то все в шоколаде и замечательно. Кто-то в поисках решения каких-то финансовых проблем. Приходится применять всю свою энергию, все свои навыки, чтобы добыть какие-то финансы. Но знаете, вот такого потока денег здесь нет ни у кого. Все в поисках. Кто-то сидит просто ровно, ждет какой-то момент, а кто-то действует, ищет, решает. Приходится решать все на ходу в потоке событий. Ну, знаете, вот все-таки закрывает карта звезда. Это уже надежда, что все будет не так плохо, как сейчас. В будущем, конечно, будет все получше. Но данный период ждем и действуем. Вот таким был расклад для тельцов. Пишите ваши комментарии, пожелания. Буду рада их читать. До новых встреч!